Всем привет! Это Магнау подкаст, эпизод номер 7. Сегодня у нас в друзьях наш друг Муратов Еркен, а.к.а. Хонордс. Сегодняшняя тема — окружение. Почему важно окружение? Before we start, одно маленькое напоминание. Кто мы? Что мы? Мы Магнау подкаст. Қонақтардың өмір тәжірибелері арқылы сөздерге анықтама беруге тырысамыз. Еркен, тебе вопрос. Как ты выбираешь окружение? Если посмотреть на твое текущее окружение, как ты его опишешь? Так, можем поздороваться, да? Минуту времени. Барфтанз, ассаламу алейкум. Всем привет, дорогие наши 5-6 зрителей, наши Ай, родители. ай, человек в теме. Моя мама тоже смотрит. Мам, привет. Так, первый вопрос, как выбираешь окружение? Я не знаю, честно, прям такого отбора нет. Так резко вопрос был задан. Прям ондай окружение прям таңдаймын деген жоқ. Наверное, само собой, как натурально получается. Это с работы, коллеги. Это организация, да, где стою, там, две-три организации. Это КТО, это что еще? Друзья, одноклассники. И, ну, по сути, это и есть мое окружение. Прям такого отбора нет, что я такой, блин, давай вот с теми дружить, там я не буду дружить, деген тема. А, окей. Как думаешь, окружение само по себе срастается, или мы можем его выбирать, можем его придавать ему форму, можем как-то, ну, можем ли мы выбирать окружение? Или оно всегда естественно? Нет, конечно, можем. Даже должны выбирать окружение, потому что, ну, андай ғой, окружение всегда то, что плюс-минус, какое окружение, такое и ты. Вообще не зря говорят. Прям на своем примере убеждаюсь. Даже по зарплате можно смотреть с коллегами, то есть с кем ты обедаешь, вот реально это факт, то есть плюс-минус такая же зарплата средняя у вас. Если ты хочешь там намного выше рост, да, профессиональный, карьерный, личностный, то нужно, там, по крайней мере, обедать с такими же людьми. Потому что андай вот темы будут очень разнятся темы. Там бір окружение, которое чисто усектит прием, да, чисто сплетни, вот он такой, а второе окружение обсуждает там криптовалюту, условно, да, и ты такой, ну, андай, разница очень сильна. И то же самое, не знаю, там, мұсылмандармен отырған кезде, да, мұсылман обсуждает ислам, и такие более Рамазан, а вторые обсуждают, там, куда пойти вечером в клуб, и тоже очень большая разница. Поэтому окружение выбирается, и нужно выбирать прям обязательно, потому что, андай, не знаю, 70-80% ты всегда с окружением остаешься вместе. И если ты не будешь выбирать, то это вообще не андай, вниз будет. Так, осы жерде көшіруге алып сияқты негізі газеттің біз соңында окружениені бір дефинишнына келеміз ғой. И окружение это более на какие темы ты хочешь говорить дегендей ше. То есть окружениені таңдау деген кезде сен кешкі шайдағы тақырыпты таңдайсың ғой, короче. Бүгін там комедия көреміз ба или деген сияқты, документалка ма деген сияқты. Нет, Или хорош, хорош, сериал, хорош, очень хорош. или типа андай сияқты ғой, қалаулым деген сияқты, короче. Иә. И И вот, оны негізі тоже какой-то мере тоже не болуы мүмкін жаңағындай естественный отбор ма, қалай десек болады, естественно таңдалады, бірақ бәрібір адам осознанно неосознанно оны таңдайтын сияқты. Мысалы сен обедке келдің, екі стол тұр, қайсысына отырасың деген сияқты. Да, какой-то мере, ну типа никто не заставляет же, типа, по идее. Мысалға обратный жағынан, типа, жаман окружениеде жүрген адамдар қазір жоқ, мен типа мен таңдаған жоқпын окружениемді деп айтса да нечестно болады да. Мгм, мгм. Когда вот смотрите, вот интересную вещь подметили. Еркин, помни свои там, вспомни свое окружение в универе и сейчас. Как вот они, как вот ты их описал? Разнятся ли они или это схожие круги? ну, с универскими, по идее, со многими общаюсь, потому что они там, ну, они вообще машины. КБТУ студенттері там, не все, конечно, где-то, но с которыми я общаюсь, это там, кто-то в Лондоне учится, ой, учится, говорю, работает, в Facebook-то разные эти, то есть там кто-то с белорусскими компаниями, там кто-то IT-стартап там раскачивает, то есть они все мощные, поэтому в универе я
очень сильно не дотягивал до окружения, потому что айтишная тема была, да, а у меня так и ничего не получилось, и поэтому всегда чуть-чуть не дотягивал в этом плане. И, Андрей, да, уже третий курс, условно, все уже работали, у всех уже там такие. Третий, четвертый курс уже начинались темы про $1000, $2000 тема. А ты Что такой за сидишь, окружение у Андрей, тебя бешеное, братан? а я там где-то стажировался. И поэтому этот. Ну, то есть, в принципе, как-то не разнятся, но только сферы, потому что в универе же, Андрей, вот чисто специализация была IT, а М, тут разные сферы, и страхование по работе, и там футбол по интересам, и книги. А так и там, в принципе, было очень такое развивающее окружение. Были, конечно, м, исключения, но особо не складывалось такое отношение. Прикольно. Так, короче. У меня есть такой чуть глубокий вопрос. До него, может, всякий у вас есть такой легкий вопрос, перед тем, как я ну, его задам. Попроще страх поса. Қоя бер братан. Как думаешь, брат, окружение и нетворкинг, в чем разница? Это же одно и то же? Или это не одно и то же, по-твоему? Нет, окружение это же люди же, а нетворкинг это сам процесс, нет? Это не в Ну тему вот как бы, термина, нет, то нет, есть нет. нет, брат, к тебе вопрос, типа, в твоем понимании это одно и то же, это разные вещи? Ну, смысл примерно один и тот же. Окружение, ты делаешь нетворкинг как раз-таки со своим окружением, то есть ты благодаря нетворкингу ты создаешь свое окружение. То есть это а, как-то надо проверенный баланс, да? То есть одно Мгм. не будет без другого очень сильно. М, Нетворкинг как будто более андай сен таныс емес адамдармен де нетворкинг жасай аласың. То есть таныс емес дегенде окружениедағы емес, мысалға там залетел бір тойға там рандомный бір досыңдың и сол жақтағы адамдармен де нетворкинг жасай бересің да, типа одноразовый нетворкинг десе. Ал окружение это более сен прям апта сайын как минимум кездесетін бір Мгм. адамдарың сияқты да. Типа Мгм. сен ну минимум аптасына бір рет кездесетін адамын ол сенің окружениеңе айналады деген сияқты. Мысалы біз алдыңғы выпускта не туралы айттық қой, әдет деген сияқты. Әдет ол жаңағы күн сайын жасайтын әрекет деген сияқты ше. И окружение это как будто сенің частый нетворкингің ғой, короче. Типа weekly нетворкинг равно окружение. Окей, ну вот с Өйткені такой фразой ты бы соглашаешься, Эрген, как думаешь? Да, то есть просто таки, да. То есть нетворкинг это в принципе сам процесс, как изначально говорю. Мгм. Почему я говорю то, что проверенный баланс, да? То есть благодаря нетворкингу ты, в принципе, создаешь окружение. Ты можешь создать окружение. Условно ты, Андрей, ну, прям если из жизни брать, ходил на тренинг, да, там по продажам, не вообще ходил не из-за самих курсов, да, не из-за самих там видео обучения, а чисто из-за нетворкинга. Потому что я взял с собой там около 50 штук визиток, чтобы чисто раздать. То есть это и есть нетворкинг. Для чего? Для того, чтобы вот эти люди, которым я раздал, мы с ними подружились, сработались, и как раз у меня было такое, ну, кайфовое окружение с мышлением таким топовым, да, богатым мышлением, какими-то с правильными ценностями, какие-то директора, ропы, да, там, руководители отдела продаж. И нетворкинг степ-степ мы потом делаем свое окружение. И смотря как ты делаешь как раз-таки вот этот нетворкинг, если ты фигово делаешь, если ты не знаешь, Андрей, у тебя нет искренности, да, то есть ты просто вот Вандой дружиться с человеком или завоевывать вот эту дружбу. Две разные Мгм. вещи, да? То есть Да. кто-то делает нормально, неискренне, то есть я чувствую, когда человек хочет реально подружиться со мной. А когда делается натурально, искренне, то Андрей, ну это приводит к такому топовому окружению. Вы уже дальше дружите, работаете, и тебе дальше уже доверяет как человеку, и намного ближе отношения становятся. И это становится окружением. М, Вот здесь я вот как бы с самого начала подкаста, о чем я думаю, это вот это, типа, допустим, вот, ну, чуть бэкграунд инфы про Еркена, он работает в отделе продаж страховой компании, правильно? И как бы его сторисы в инсте, это, ну, там, как бы человека, который там очень, типа, как это называют? Типа, ну, человек, который ведет инсту,
всегда себя показывает и хочет через инсту выстраивать правильные отношения. Это он просто прет, короче, это жестко прет. И отсюда вопрос получается, как будто бы это делается для нетворкинга. То есть ну, ты сторисы делаешь в том числе для окружения, для нетворкинга. Такое ощущение. Подправь, так это, не так это, или вот к- какую цель преследуют твои вот сторисы? Типа, может, даже это не делать, но ты делаешь, потому что ты знаешь, что вот как бы это правильно, так надо, потому что что? Я правильно говорю, что ты, Андрей, никогда это не скрывал, и всегда я говорю то, что Кубис Байхет, то, что я сторис выкладываю. У меня есть Инстаграм, там моя музыкальная страничка, есть Инстаграм рабочая страница и есть WhatsApp. Я каждый сторис выкладываю во все три эти. Почему? Потому что Инстаграм музыкальный, это все, кто на меня были подписаны на музыку, да, это там где-то молодежь плюс-минус аудитория. Знали, что я страховой, и такие движниковые люди. Рабочая страница, там все мои эти, ну, клиенты, партнеры, которые там лизинговые компании, все-все-все, у которых есть Инстаграм, я на них на всех подписываюсь, чтобы они знали, что у меня есть там 5-6 постов про страхование, я на коре того человека со страхованием. И в WhatsApp это те, кто уже более там 40 лет, которые Инстаграм қолданбайды, и которые чисто пользуются WhatsApp статусом. То есть я чисто для них дублирую вот эти все. Потому что анда Инстаграм жоқ қой, мысалы, там апашка бар да, там ағашка бар, которым нет времени. Они чисто Очень, WhatsApp. очень, очень немного. М, Просто на три, чтобы все это охватить. А так правильно говоришь, то есть это не скрывал, всегда говорю то, что вот в сторисах стараюсь показывать, типа, блин, вот я такой, доверяйте мне, типа, я вас не подведу, жизнь. м, Я, я вот страховой друг, короче, я там везде подскажу, и вот я открыт, даже иногда свой номер телефона выкладываю, мне потом говорили, нафиг ты это делаешь? Я говорю, ну, вот так, короче, вот я открыт, очень дружелюбен и могу вам помочь деген тема. м. Прикольно тоже. Ну, как и любой мамандықта негізінде ғой, доверие деген маңызды дегенше. Но бірақ енді страховая компанияда это типа очень, то есть явно болу керек ол нәрсе дегендей. Иә. То есть енді окружениеға бүйтіп сәл бүйтіп байлайтын болсақ, это получается нетворкингті адам жасайды, чтобы окружение, то есть адам нетворкинг жасау арқылы окружениясын құрастырады, и нетворкингтің бір құралы ол social медиа. Сондай ма примерно? Қазір сондай ғой, сейчас андай өйткені менікі более продажа жағы ғой, это более не окружение, более андай адамдарға нужно ежедневно себя показывать. Өйткені То есть жету, иә, короче. да, то есть постоянно на глазах должен попадаться. И тем самым андай. Вот я его каждый день вижу, и он уже в моем окружении. Если у меня будет вопрос, да, там, не знаю, там, резко машину куплю, да, я уже буду помнить, что, ничего себе, Еркен утром кофе пил уже, он на работе, давай я ему напишу деген тема ғой. И вот так он уже знает, что эти, и он, по крайней мере, точно мне ответит, потому что вот утром кофе пил, по-любому на связи вообще. Мгм. У меня, смотри, вот такое понимание, типа, если вот всех моих там друзей, короче, так вот прикинуть, 20-30 человек, которые в голову придут, Еркен топ-1, который знает ценность окружения и плюс пытается это в жизни правильно использовать. У меня такое ощущение. И теперь откуда это? Ну, ты откуда набрался такого отношения к окружению? Ну, что дало тебе текущее твое понимание окружения выстроить? У меня всегда было такое окружение, в плане того, что изначально, даже если банально говорить, у меня брат, просто нереальный нетворкер, которому, то есть, мне там еще лет 10 достигать, то есть все, что я делаю, это где-то плюс x10, и вот у него вот этот нетворк, то есть если я на своем уровне, у него там, ну, там с директорами, у него там окружение такое, то есть обедает там просто с крупными людьми, поэтому есть к чему стремиться, есть откуда примеры. И андай, то есть окружение, в принципе, просто быть искренним к людям, и когда люди чувствуют, и вот это само строится. То есть это не так, что я всегда окружение искал. Я просто дружил, а потом уже вот так люди понимают, и разные эти организации появляются. Мысалы, КТЛ организация, просто КТЛ окончил. И получается вот там книжный этот. Там эти, футбол играл, это футбольный появился, потом InMove появился, который брат создал. И там уже просто там искренне общаешься, и получается. На работе то же самое, то есть ты устраиваешься, и то есть, Андрей, нет такого что-то, что я что-то знаю, что другие не знают. Просто
дружишь искренне, и у тебя появляется такое окружение. Интересно, интересно. Я бы наоборот думал, типа, ну, я все еще думаю, ты что-то знаешь, то, чего другие не знают. Но ты, наоборот, ровно тоже другое говоришь, типа, я ничего экстра не знаю. То есть, ну, интересно получается, типа, для тебя это тупо норма, по-другому никак, типа, такого же. Ну да, я не знаю, я же ничего такого не делаю. Кажется, у многих так. Типа, Ну, Саке, вы как думаете, вы же смотрите в сторис? Это сторис дегенде мен білмеймін, именно стористан ондай мысльдерге келмеппін, то что он хочет там выстроить нетворкинг деген Не сияқты. только сторис, вот как бы вообще в общем Еркен. Ну, может быть, я там чуть больше с ним времени, чем вы проводите. Может быть, у меня чуть другое отношение, то есть впечатление сложилось. То есть, короче, у вас такого не было. Типа, Еркен Ты же окружение для болған него это... атасың дейсің. Еркен окружение, типа, он это ценит. Ну, у меня вот так, короче. Типа, и таких друзей мне мало, которых я бы прямо ассоциировал бы с нетворком, с окружением. Ну, честно, ондай болмапты менде ой. Просто сен сияқты этот откуда это складывается деген кезде бәрібір біздің ең басындағы ең бірінші окружениеміз это отбасы деген сияқты да. Мысалға отбасы қандай отбасы, мысалға білуімше там еркенің екі ағасы бар, жалпы там әжесі деген сияқты в общем целом Большая үлкен әулет, семья. мысалы там тоже стористан көресің, там біреудің туған күні это бәрі барып жатады деген сияқты түнгі это тоже андай емес, типа бүкіл отбасыларда ондай емес та. Просто өмір ғой, короче. И сен кішкентай кезіңнен сондай бір күшті еще там не то что просто жиналу емес, еще там весело деген сияқты, типа всегда шумно там деген сияқты. И сондайдан кейін ты видишь, что так жить как бы веселее и легче, по идее. Көп адам там кішкентай рөлдерді алады да, но соңында андай күшті дастархан шығады деген сияқты ғой, типа жаңағындай. И сондай майндсет шығар, и оны по идее шынымен де не істей алмайсың. Андай типа екі жол бар сияқты, либо сен жаңағындай үлкен отбасыдан шығасың, или былай миымен түсініп келесің да ол нәрсеге дегендей. И біздің мысалға қайтадан IT саласындағы адамдар, может, но менің де таныстарым көп IT-да, и олар жаңағы не ғой, мысалға более стереотипно айтылуы мүмкін, бірақ енді олжас сен өзің де айтишниксің ғой, типа интроверт, там типа вот бір жерде отырады, там ешкіммен араласпайды деген сияқты да. И олардың жұмысына может сол керек. То есть, ну менің ойымша именно сен чисто айтишник там тек IT болып қалатын болсаң, жаңағы өспей әрі қарай там тимлид деген нәрселерге өспей просто қалатын болсаң, кодер болып саған нетворкинг қатты керек емес сияқты. Именно андай офлайн нетворкинг. Просто онлайн там сұрағың болса GPT-ден сұрай саласың. Но вот мысалға страховка сияқты адаммен непосредственно адаммен жасайтын жұмыстар, мысалға мұғалім, может жаңағы продажа дейтін сол адамға короче бір нәрсе түсіндіру ғой. Сол үшін как бы naturally ол болды, и ол қазір де өзінің жұмысында қолданып жүр. Оған ол андай нәрсе емес, типа бір моментте түсініп, мен нетворк жасау керекпін деп ондай болмағанда мен тағалып тұрған жоқпын, короче. Не, кстати, реально не было такого, да? Какой-то момент, где ты такой, блин, надо развиваться в этом плане. Нет, Саят правильно говорит? Это, наверное, с детства такое. Я вот не мог быстро собрать, а так тема сказал. Наверное, андай типа туғаннан бері кішкентай бері сондай үлкен семья болды да, шүкір. Как будто реально это была норма, и норма, допустим, там, не знаю, с кем-то поддерживать связь, ходить в гости, да, для многих это капец, ну, тяжело ходить, приехать куда-то и пойти к там, не знаю, двоюродной сестре, он да, типа, камон, что за... наверное, сделан, да, наверное, у многих таких семьях, когда я был шүкір, и поэтому такой, норма, нужно общаться. Наверное, там можно чем-то помочь, или он тебе чем-то поможет, и искренне, да, отношение его. Ты знаешь, там вот он там где-то работает, то, наверное, подскажет, бит окружение сети. И намного легче работать, когда ты знаешь, откуда что брать. Намного легче, чем ты сам ищешь. Даже вот это делегирование, чем сидел тоже, когда ты правильно своему окружению білесің да, кто что откуда брать. Әр адамға өзінің ролін беріп па, типа әркім өз орнында деген сияқты. Ну қазір де
тимлидті тоже пример тем айттың да. Если ты хочешь просто разработчик болып жұмыс істеу, просто писать код, окей, это тема. Ты қанша там, не знаю, там $2000 бастап можешь табуға до 4, да, условно, там, от миллиона до 2 миллионов тенге. И это ок, типа, нормально. Но если тимлид болғың келсе и от выше, даже ақша мәселе емес, а в целом карьерный рост, Мгм. руководитель, это то же самое относится, мысалы, врачам, да, люди андай өмір бойы бір врач жұмыс істейді, терапевт болып, а кто-то благодаря окружению и благодаря вот этот network skills доходит до этого, ну, руководителя, до директора больницы, открывает какую-то частную клинику свою. Просто почему? Потому что на самом деле білімдері бірдей, да, но просто М. у него ему помогло, и он общается, потому что это тоже нелегко, андай. Адамға звондау, попросить помощи, это нереально сложно, по идее. И ты, если чем раньше ты это делаешь, то что окружение тебе может помочь, и тем раньше ты андай уйдешь на карьерной лестнице. Но если ты выбираешь, и окружение просто как окружение, там, не знаю, просто там ПС покатать или чай попить, то ты өз жұмыс істей бересің, окей, ты можешь благодаря знанию на высоком уровне оставаться, но дальше ну, қиын болады без окружения. Это тем более Алматыда, не знаю, Найс, найс. поэтому өте маңызды, я считаю, окружение, и нужно над этим прям работать и понимать, насколько ценен это вообще как самопонимание окружения. Можно ли чуть-чуть, возможно, личный вопрос задать, можешь не отвечать. Твоя цель, там, ближайшая или вообще большая цель в плане вот окружения, можешь ли поделиться? Ну, если такое, типа вот, допустим, на этот год там я вот там, ну, какая-то цель, которая прям тесно-тесно связана с окружением, исходит отсюда, типа, ну, есть ли такое, нет такого. Нұрлан Сейсенбаймен обед ішу деген сияқты ма? Ну да, вот что-то вот из этого разряда. Нет, короче, если открыто говорить, Алтында я ходил на тренинг бесплатный, там Шандарах называется, бизнес-клуб бар, да? Мгм. И то есть я туда ходил просто, чтобы познакомиться с этим, с владельцем, просто послушать. Ничего такого толкового не услышал от него, по идее. Но именно задача была с ним познакомиться, посмотреть вообще, как это делать. Потому что у него есть большой опыт именно выступлений, да, ораторская речь. И тоже маған полезно болады деп шештім, потому что они бизнесмендер болып жиналады да бірге и брейншторм делают. Там, бір теманы алады и обсуждают все вместе. Это же тоже окружение. И нереально бір-бірін очень сильно развивает. Да, ну, Марғұлан Сейсенбайдың бар ғой, там, год с Марғұланом деген темалар өтіп жатыр ғой, куда-нибудь там. Кайдзен Странно. клуб. Да, Кайдзен клуб. Вот. Это, наверное, конечная точка, но постепенно сөйтіп келіп тұр, да. То И есть окружение, өзің ұйымдастыру ма? да, я Господи, хотел бы, ну, чуть это станет еще. пока Сори, Джиги. таком Да. Сейчас именно по окружению я хочу благодаря окружению в страховании развиваться, потому что вот этот бір инсайт па болсын, келесі апта бұйырса я должен стать руководителем отдела продаж страхования. Машаллах, машаллах. Подкаст с руководителем отдела. Қалай жаңағы Дима Роб деген бе Роб? То есть бізде андай команда, потому что это что-то такое, у нас не было таких отделов, я просто вовремя пришел, на самом деле, и просто андай должен кто-то стать, и самое раннее это, видимо, я стал, и поэтому я самое главное, у меня будет визитка, которая будет сторис выкладывать, типа, Роб. Жоқ, руководитель деген бір сөз бар ғой, неважно чего, как достиг. Начальник департамента, там уже пофиг какого департамента, начальник департамента это сильно, типа такого. Вот почему это важно, даже банально не сама должность, а то, что надо прикол бар, да, когда в окружении большие люди разговаривают только с большими людьми. Надо тем бар, типа разговаривает с Это очень важно, потому что когда я как окружение хочу там, завладеть дружбой с каким-то директором, он меня спрашивает, а ты кем работаешь? Я говорю, я менеджер. Я вот менеджер. Он сразу говорит, а есть руководитель ваш? Давайте я лучше с ним напрямую идти, да? Потому что ты все равно не решаешь. А когда ты говоришь, перед тобой руководитель, короче, ты самопонимание вот это, то есть оно уже намного лучше дает возможность сближаться с людьми. Это сильно.
Жесть. Это сильно. Поэтому Что там у нас по времени уже? Да, я тоже об этом хотел сказать. Примерно уже conclusion, да? Да. Давайте я быстренько сделаю рекап того, о чем мы говорили. Мы начинали вот расскажи свое окружение, перечислить там вот коллеги, КТЛ. Дальше мы должны выбирать окружение. Здесь, собственно, мы должны. Потом на какие темы ты хочешь говорить. Это вот всякие қосқаны. В универе я не дотягиваю своего окружения IT. Ну, почему-то, я не знаю, не сильно хат маңызы, но типа мне почему-то это вот прям залетело. Окружение и нетворкинг. Сходил на тренинг только с целью нетворкинга. Активно использую сторисы. Мой родной брат нереальный нетворкинг. Нетворкер, большая дружная семья, работа тесно связанная с людьми. Ходил на тренинг с целью познакомиться с хозяином. По контенту особенно ничего не было. И вот последнее А разговаривает с А. Вот это то, о чем мы говорили. Енді окружение или орта Давайте в целом, дегеніміз. в целом же на русском было, давайте орысша істейік. я помню, біреу комментарий жазды, типа неге қазақша істемейсіңдер деп. ұрыспай ма тағы? Ұрсын, бізге комментарий керек. Деп қояды. Как думаешь, Еркен? Окружение это... Окружение — это люди, которые тебя окружают и тебя формируют как личность, наверное, если вкратце. Потому что это очень сильно влияет на тебя. То, как ты живешь, твои привычки. Поэтому, наверное, как раз-таки тебя формирует как личность. Таке? Есть что-нибудь добавить? По идее, үстінен қарап жіберші тағы да, что там было. Может, что-то нетворкинг? Какое-то слово добавим, нет? Или если не важно, то не важно. Нет, можно Через просто, нетворкинг. который как бы формируется через нетворкинг. То есть окружение формируется, то есть не формируется, а как будет, то есть строится через нетворкинг. Окружение. Дается через нетворкинг. Ага. Нетворкинг. То есть андай не болуы мүмкін, алдыңғы әдет сияқты, типа сен өзің таңдайтын деген болды ғой. Угу. Сол сияқты, который ты Окружение — сам это люди, которых выбираешь. ты выбираешь. Нет, который окружает и формирует типа. То есть через нетворкинг ты сам выбираешь. То есть именно окружение, мысалға, семьяда кіреді ғой, который ты не выбираешь, по идее. Угу. Но сен, мысалға, семьяңда типа через нетворкинг тапқан жоқсың. То, Может, что вот так? через Окружение — нетворкинг это люди, с которыми ты делаешь нетворк, и они формируют тебя. Оно не лучше? Нет. можно и так. Семья кірмейді ғой уже через нетворкинг прям. Вот так просто. То есть, ага. Точка, потом оно развивается через нетворкинг. Нет? Типа его можно улучшить через Да, нетворкинг. Да. Мгм, мгм. Например, вот так. Например, сторис саласың. Үш жерге. Например, вот такое определение, Еркен. Как насколько откликается, есть ли здесь лишнее слово? Если по-твоему второй не подходит, то спокойно убираем, брат. Типа мы здесь чисто помочь составить какой-то там набор слов, которые отражают смысл. Его можно развить за счет нетворкинга. Это такое же дополнение сияқты ғой. По сути, первое предложение ключевое. А дальше уже можно за счет нетворкинга, можно еще за счет чего-то. За счет денег можно это развить тоже. Можно купить дегендей. Но у нас ключевое же это типа вот такое искреннее общение. Поэтому так ключевое. Да. Нет, да. Сәке, второй оставляем, убираем? Да. Нет, давайте оставим просто первый жағы андай слишком гуглдағы сияқты болып тұр ма андай. То есть
не банально андай типа жарты сағат отырып осыған жеттіңдер ме дейді. За счет нетворкинга и искренности деп жазуға болатын шығар. Да, И вот, искрен... да. 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 Нетворкинга и искренности. Или искренность первая? Или наоборот По первая? бәрібір. Усилить. Улучшить, развить. Развить бола берсін. Болды. Все. Осылай қалсын. Жақсы сияқты. Окей. В итоге, ребята, ladies и джентльмены, мы пришли к определению, что окружение — это люди, которые тебя окружают и формируют тебя. И в скобочках его можно развить за счет искренности и нетворкинга. Деген сөздің мағынасына жеттік. Да, тема. Все. Болған сияқты по идее. Это. Что-то мерген қосатын бар ма бір нәрсе? Затым бар. Алматының жігіттеріне рахмет. Ассалаумағалейкум, Ерден, Азамат, Әділ. Иә. Кіші Олжас Астанада ғой қазір. Я не говорю, Еркен. Ашиктер қайтпайсың. Тут Астаны больше, чем. Я Астанадағыларға да айтайын. Кім болды Астанада? Жалпы общий алдиярға дейсіз ғой. Ол, короче, сендерге рахмет. Арсында. Большой рахмет сендерге. Опыт қой, по-любому. И первого выпуска Совет Плит группа, да, я нереально прям топил. Вот, типа, тема, давайте жігіттер. По крайней мере, вы делаете это, Андрей. Уже 90% делается на вашем пути, короче, кто не делает. Поэтому вам успехов, удачи. Аминь. И Андрей. Более достойный Андрей Андрей. Уже робки ватро, достойно жіктер. Жоқ, біздің подкасттан кейін роп болып кетті ғой. Алдиярда бір выпуск шықпай қалды, потом екінші апта қайта түсірдік. Сондай болып қалмаса болды деген ғой, главное. Сонда. Окей, ladies and gentlemen, рахмет. С нами был Еркен Муратов. Сегодняшняя тема была окружение. Всем хорошего окружения. Придерживайтесь вот этого определения окружения, и у вас все будет четко, потому что у Еркена все четко. Все, давайте. Всем пока.